Зураб Сатбеевич, особенно летом вас не застать тут одного. Очень много гостей у вас, я вижу. Не тяжело именно вот в таком процессе творить? Вы понимаете, в чем дело? Когда гости к нам приезжают, они восхищаются этой красотой. Но на границе тачкисты, газелисты и прочее, создается впечатление нехорошее от всего. Горный чай, горный мед и прочее, прочее, прочее. Я как могу выравниваю ситуацию, как могу. Поэтому сижу здесь. Получается? Высший пилотаж, конечно. Получается выравнивать ситуацию? Люди уходят отсюда, все, что видели по дороге, этот негатив забывают. Он иногда же бывает, мы же понимаем, о чем говорим. Вообще хотелось бы, чтобы этого негатива не было бы. Но не получается. Каждый должен заниматься своим делом. Когда человек своим делом не занимается, он портит вокруг себя обстановку. К сожалению, я на своем деле, своими делами занят. А потом, я считаю так, если пользу не можешь принести Абхазии, лучше ничего не делай, она тебя прокормит, чем вред приносить. Я свое несу здесь. Нормально. Ангелы ликуют на небе, когда видят в трудах художника. Сколько лет вы радуете гостей тут? Последние 100 лет. Последние 100 лет снегами таем по горам. Так, продолжим. Зураб Сатбеевич, расскажите, что именно сейчас вы пишете? Снегами таю по горам. Ашха сарабзе сбой. Ашха каха. Вкладываем туда больше смысл, нежели пейзаж. Сейчас, когда закончим, мы озвучим. Сколько времени уходит на одну работу? Я дешево продаю, поэтому пишу очень быстро. Очень быстро. Не сложно расставаться с работами? Для меня большая честь, что моя картина будет у них в доме. Они навсегда увезут положительные эмоции из Абхазии, еще вещдок на руках. Я очень люблю искусство, я сама к нему приближена. Я состояла в университете в студенческом клубе Русского музея, поэтому я очень люблю все такое искусство. И я очень люблю пейзажи. У меня отец, он охотник, поэтому я очень люблю природу. И когда я увидела, что художник рисует, да еще так изумительно, захотелось себе тоже получить кусочек воспоминаний в Абхазии. Работа еще не завершена, но уже в почти финишной стадии. Да. Как вам то, что вы видите? Изумительно. Очень мелко прорисованы детали, и они как будто бы фотография. Это очень красиво. Не так часто встретишь художников, которые дают проследить весь этот процесс творческий. А тут у вас есть такая замечательная возможность посидеть, увидеть все своими глазами, а потом восхититься результатом, так скажем. Насколько этот процесс, он завораживает, насколько он важен вообще? Художник, он постоянно комментирует свой процесс рисования, рассказывает каждую деталь, что она означает, и такое ощущение, что ты погружаешься в эту картину, ты уже видишь историю этой картины, и она оставляет большое впечатление в твоей душе, в твоем сердце. Потому что это не просто картина, которую ты взял в магазине, не понимаешь, для чего она была нарисована, с какой целью, что пытался донести художник, а здесь ты там чувствуешь всю мысль, которую доносит сам изобразитель своей деятельности. Мы вас отвлекли от процесса, поэтому извиняемся и возвращаем вас на ваше место. Хорошего вам отдыха. Спасибо большое. По ходу лесорубы пилы точат, я должен успеть написать труднодоступное место, чтобы дороги не было туда. Олени пусть идут и спотыкаются. А часто вы задаетесь вопросом, для чего вам это все нужно? И нашли ли вы ответ на этот вопрос?
Мне нужно. Это, скорее всего, вам нужно будет. Я реализовываю свои мысли и идеи здесь. Человек должен испытывать положительные эмоции, желательно каждый день. Но не каждая профессия может такую роскошь предоставить. Ну а потом несем свет людям, даже в плохую погоду. Это высший пилотаж. Не каждому дано. Если небо закрыто, небо закрыто. Вот царскую корону оденем, а пользы людям не будет, потому что небо закрыто. Есть механизмы, когда силы небесные закрывают небо перед людьми. Они могут сами про это не знать, но небо закрыто-то. А здесь открыто, слава Богу. Поэтому с такой легкостью мы метаем снега по горам. Вы посмотрите там, я не знаю, если есть люди, которые изучали историю человеческого общества, развития, все империи рушились. И существовали определенные симптомы перед этим. Вот сегодня, как мы живем, не только мы, постсоветское пространство, вот эти симптомы, они присутствуют. Но сознание людей очень часто отворачивают от проблем, чтобы люди не успели опомниться. А когда ты целый день работаешь, мысли в чистоте, руки работают, приходят мысли в голову, которые никогда не придут в голову алчным и кровожадным людям. У них другая цель и задача по жизни. А здесь другая совершенно. Нести свет даже в плохую погоду. Я начинал с речки у Симона Кананита. Там. Долгие годы у меня не было жилья в Афоне. Жил в палатке у Симона. А потом как-то мне сон приснился. Будто сижу я под скалою, из скалы корявое дерево растет, а перед глазами купола золотые, и звон колоколов. И просыпаюсь, ну там в палатке, в ущелье, короче. Дождь моросил, и звук колоколов был слышен. Ну, а когда я понял, что это был сон, я немножко огорчился, на работу не стал выходить, потому как сыро было, пошел бродить в сторону монастыря. Ну, одет был тоже, как сейчас, неаккуратный, как-то не захотелось мне в монастырь заходить, потому как весь в красках был. Пошел бродить сзади. Ну, а там джунгли, колхидские колючки. Но такие пейзажи открывались с такого ракурса, непривычного для глаз, мне, на монастырь. А потом уже, когда хотел уходить, какая-то сила меня повела, там козья тропа какая-то нарисовалась, я по ней прошелся и смотрю, стена, сухая кладка. Из этой стены инжир растет, корявый. Под ним я сел, только прикурил, и тут услышал колокольный звон. И так близко, так отчетливо, аж вздрогнул от неожиданности. Раздвинул пустые и увидел купола золотые. Ну, думаю, сон мне вещь в руку. Пришел я к Гивику, Смыр, светлая память ему. Очень благородный был человек. А тот, кто пещеру открыл. И говорю ему: Гиви, ты абориген, ты знаешь, что на земле, что под землею. Вон там кусочек землицы мне приглянулся. Хотел бы поинтересоваться, может быть, кто отношение имеет к нему, чтобы не огорчался я потом. Он спросил, где. Когда я ему сказал, где, он так улыбнулся и говорит мне: а ты знаешь, это место как раз для художника. И камни тоже там лежат. И на самом деле те камни, которые там были разбросаны, вот уже который год я их собираю, из этих же камней строю. Ну тут тоже у меня какой-то вот... Решил я построиться без одного гвоздя. Ну, ворованного имеется в виду.
только лишь те деньги использую, что нарисую. Как живопись пришла в вашу жизнь? Вы учились этому? Я в детстве увидел, как человек карандашом рисует. 10 минут мне этого хватило на всю жизнь. Учиться, да, учился, но первый натюрморт мне поставили 2 эмалированные кастрюли. Хорошо, что до этого у меня был первый урок, самый главный. А то бы я бросил бы занятия живописью. На Амре сидел, кофе пил, делал наброски. Хорошее было время. Люди были другие, город был другим, улица была другой. Не знаю, может быть, это уже стареем. Если я не ошибаюсь, примером для вас явился гость, который оказался в вашей семье. Не примером, он дверь открыл в этот мир. Все начинается с детства. Мне посчастливилось видеть, как человек карандашом в моем присутствии сделал великолепный рисунок. И вот то, что кинжал был серебряный, он это тоже показал. В нашем доме были гости, а в зале висела фотография. Ну, как сейчас помню, скатерть была белая, рюмки были серебряные. Ну, чачи отведали по 50 грамм, пока там жарилось, парилось, было свободное время. И один из гостей задал вопрос, а кто эти люди? Там была дедушка и бабушка. Фотография была еще дореволюционная. Когда сказали, кто, он попросил разрешения сделать рисунок. На вопрос, что для этого нужно, бумага и карандаш. Ну, дали мне задание, я был отроком. Я почему-то принес кардонку и карандаш. И вот этот человек в моем присутствии сделал великолепный рисунок. Даже то, что кинжал был серебряным, он смог показать, кроме сходства. Ну, ее он не стал, только его. Вот. Блики на газырях, блики на ногтях. Черкеска была низкая, и блик на сапоге тоже показал. Меня это поразило, и после этого момента я стал проявлять интерес к изобразительному искусству. Какого рода отзывы важны от почитателей вашего творчества? Я вообще это самое, я на это не обращаю внимания. Ну, то, что им приносит удовольствие, видеть, как я работаю, мне это приятно, конечно же. Отзывы, они их не скрывают, ибо испытывают положительные эмоции. Наблюдаю, как человек работает, да? Это ж приятно смотреть отдыхающему человеку, как кто-то работает. Есть люди, которые нуждаются в похвале, в отзывах. Мне это вообще не нужно. Мне нужен покой. Но как тут обрести его? Ну, вот эта суета и есть покой для меня. Я занимаюсь любимым делом. Творческих людей часто называют мнительными, Что значит мнительный? обидчивыми. Что вас может обидеть? Вы понимаете, в чем дело?
Вот если люди, которые мне мешают писать картины, я их просто не замечаю. То есть нас сейчас. Нет, не вас сейчас. Есть вампиры. Мы же тоже вам мешаем. Есть вампиры. Я недавно это, ну как недавно, обнаружил это не так быстро, но понял. Вот пишу картины, выхожу куда-нибудь от картин отдохнуть, пообщаюсь с людьми там определенными, возвращаюсь к работе и не могу писать. Всю энергию мне забрали. После этого я стал анализировать эти моменты. И теперь я этих вампиров четко вижу. Я их близко к себе не подпускаю. Иногда они заскакивают, но это один раз может быть. Потом я их держу на дистанции. Мне лучше с ними не общаться, пусть вампирят в другом месте. Я самодостаточен. Могу написать, могу рассказать и могу показать. Слава Богу за все. Насколько важна сосредоточенность во время процесса самого? И возможно ли это сделать здесь и сейчас, вот при таких условиях? Если ангелы позаботились, вам никто не сможет помешать. Мне советская власть не смогла помешать. Хотели из меня сделать маляра, пишущего плакаты. Каждый наш шаг ведет нас к коммунизму. И столько приспособленцев было в той системе. Я же помню. Сейчас они переобулись все, да, по-быстрому. Но мне всячески неприятно вспоминать. Я считаю, что самое плохое время для Абхазии это было то время, когда уничтожали цвет нации. Так беспардонно. И до сих пор не покаялись, кстати. До сих пор не покаялись. Художник? Вот все, что вы сказали, лечить, учить, вот это все идет. Все вместе? И лечение, и обучение одновременно. А как? Вот эти люди смотрят сюда и испытывают положительные эмоции. Уже идет оздоровительный процесс. Это же надо понимать. Я еще раз говорю, каждый должен заниматься своим делом. Когда люди не своим делом начинают заниматься, вот тогда жди беду. Походу некомпетентные, неграмотные, ну куда это? Ну. Кукурузу некому доверить, охранять, а вы говорите. Фасоль краснодарскую кушаем уже сколько лет на похоронах. Князя за что убили? Земли немерено, а фасоль никак не можем свою вырастить. Все такое. Можно смотреть? Можно. А вот так вот приходят люди и благодарят меня за то, что я их детям показал это когда-то. И они пошли в ту сторону. То есть я им открыл двери в этот мир. Хотелось бы наших тоже подучить. Вы считаете, что это может быть каким-то таким импульсом для детей, да? Для их будущего, для выбора будущего? Не то, что может быть, я в этом не сомневаюсь. Мне показали 10 минут, мне этого хватило на всю жизнь. Теперь я им показываю всю жизнь, оставшуюся. Что тут думать? Тут и думать нечего. Каждый человек, хочет он того или не хочет, оставляет свой след на этой земле. Я бы хотел бы вот этот след оставить за собой. Можно, можно. Двигайся.
И в том доме картин больше, чем ко мне. Я уже много лет пишу картины и в основном все деньги вкладываю туда. Ну, детям тоже пообещал на речке там. Я пишу легко, и детишкам тоже хочется принять в этом участие. Энергия перекочевывает. Но я им пообещал, что когда у меня будет мастерская, у вас будет там студия. И вот эти слова, которые я сказал в святом месте, видать, ангелы тоже услышали и через сон мне показали это место. Я потихоньку созидаю. Но вот на склоне лет я обрел счастье в труде, без которого жить уже не могу. Ну и дай Бог, чтобы хватило сил, потому как тем детям, которым я обещал студию, они уже выросли. Есть у меня внучка, и 4 годика скоро будет. Уже хотел бы для внуков и для внучек, ну для этого поколения хотя бы успеть. Но надеюсь, что с Божьей помощью в этом году продвинусь много дальше.